Целью данного визита было перейти уже к более конкретным методам реализации соглашения 2010 года и формирования рабочих групп в зависимости от отраслей, которые отражены в соглашении. Так, нами были проведены встречи с Министерством здравоохранения Нижегородской области, в рамках которых были достигнуты соглашения о том, что Гагаузия получит квоту на лечение наших жителей в клиниках Нижегородской области. Нижний Новгород является одним из наиболее развитых регионов Российской Федерации, и уровень медицинского обслуживания очень высокий, в связи с чем нашей просьбой в рамках соглашения было предоставление квоты для лечения наших детей и для лечения также взрослой категории населения в Нижегородской области, на что мы нашли большую поддержку и большое понимание. Также в рамках визита с Министерством здравоохранения ввиду вступительных экзаменов, которые проходили в Гагаузии, ввиду того ажиотажа, который был среди наших абитуриентов из Гагаузии, была достигнута договоренность о предоставлении квоты мест в медицинских учебных заведениях Нижегородской области. Для информации скажу, что в прошлую сессию, которая минула, вступительную сессию, конкурс среди гагаузских абитуриентов в медицинские колледжи с русским языком обучения, имеется в виду на территории Приднестровья, составлял 4 человека на место. Это большой очень спрос. В связи с этим, так как есть интерес к медицине молодежи Гагаузии, было достигнуто соглашение о том, чтобы Нижегородская область также нам предоставила места для обучения наших студентов в медицинских училищах подведомственной области. В рамках визита удалось нам также установить определенные договоренности с руководством Кировской области. По итогам нужно сказать, что были приятно удивлены тем, что Гагаузии не только знают поверхностно, что такое существует, но знают о всех процессах, которые происходят внутри региона, о нашей стабильной политической обстановке сейчас в регионе, о нашем экономическом потенциале, о наших доброжелательных людях, трудолюбивых. То есть пришли к выводу, что Гагаузия очень известна даже рядовому нижегородцу, и никто не гадает, на какой части карты находится Гагаузия. На всех площадках Гагаузия была очень открыто встречена, с пониманием и с желанием сотрудничать и продолжать плодотворное взаимодействие. Была встреча с Министерством сельского хозяйства. Министр сельского хозяйства Морозов Алексей Иванович проявил очень живой интерес, лично участвовал, собрал большую команду заводов, заинтересованных в продукции, которая производится в нашем регионе. Это ряд перерабатывающих компаний, это ряд плодоовощных баз, кто занимается сбытом и реализацией, дистрибуцией сельскохозяйственной продукции. Обсудили, конечно, ряд принципиальных и потенциальных возможностей. Мы предложили то, чем сегодня богата Гагаузия. Это, естественно, это фрукты, это в свежем виде, это переработка, пюре фруктовые. Естественно, это винная промышленность и ее продукция. Все нашло живой интерес, потому что это та продукция, которой сегодня нет на рынках, не выращивается, так скажем, сегодня в Нижнем Новгороде, и обоюдный интерес. То есть они готовы нам предложить какие-то, наверное, овощи, какие-то вещи, связанные с промышленностью, удобрения, которые так необходимы нашим аграриям. Лично министр сельского хозяйства выразил заинтересованность и пообещал, что примет участие в нашем инвестиционном форуме, который пройдет, вы знаете, 6-7 ноября. Поручил создать министерскую делегацию от Министерства сельского хозяйства. Очень заинтересовало предложение, которое, кстати, управление АПК будет готовить как проект на инвестиционный форум. Это создание совместного предприятия по переработке фруктов
производство виноградного концентрированного сока. Это то, что интересует сегодня Нижегородскую область.